Байрайт, Ассан, Таланта, добро пожаловать на канал Асса, Фреда, Ас, Петанти, Стага Истекма, Зардей Зардама. Всех патриотов, всех достойных сыновей астинского, аланского народа. Сегодня тема в чем сила астинского народа, как нам быть, что нам делать, исходя из сегодняшней ситуации, которая происходит во всем мире. И вот об этом мой посыл прежде всего нашему народу. Вот спрашивают меня часто в темах вот бедственных сегодняшней ситуации. Мамана Исафан Нехдав Исафуй Невзак полнадзорунца на Кастарта Сахедару Назонца Андартам. В общем, вот все эти темы часто спрашивают, как нам быть, что делать. Вроде бы и очень много старших, очень много, ну как старших, людей умных, которые, вот в том числе и наш блогер Алан Мамитялан, Зонетой, вот тоже, кто не знает, подписывайтесь, очень правильный, о правильных вещах уже давно говорил и говорит, стоит прислушаться с таким глобальным охватом прежде всего. И вроде бы есть понимание проблем, как и что, но нет конкретики, что делать народу. То есть все говорят о проблемах, все говорят от того, из-за чего вот все эти проблемы возникают, с воспитанием и так далее и тому подобное. Нет конкретики, полного понимания, ну, в общем. И вот именно я буду сейчас говорить о конкретике, о том, что нужно на первом этапе, что называется, на основе чего нужно, вот из чего исходить народу, чтобы двигаться дальше. Асартак байрай, дерцут байрай, гават Азамат, Даундар, Манабал Райдаюн, Уйфаште, Вафарстата Бал Мадатета. Пока не пишите вопросы, я пока свою мысль выскажу, доведу, а если дотерпите, то уже задавайте вопрос свой по Фарстатам. Вот смотрите, конкретно, молодежи, прежде всего нашим политикам и вообще мой, прежде всего, посыл, с чего нужно начинать, и с чего если на первом уровне, этапе. Посмотрите, что сегодня происходит глобально. Да, все мы знаем на примере Израиля. На примере Израиля. Историю Израиля, на основе чего формировался. Вот насчет этого, вот последний видеоролик Алана Мамиева, там, стрим, посмотрите. То есть этот народ с самых глубин веков, древности, с тех пор, как зародилась религия там, в Израиле,
вся ихняя вот политика выстраивалась, подстраивали они под их мифологию, под их пророчество. В общем, все под их идею, идеологию. Пирамида, верхушка пирамида. Все вы знаете. Когда-то у нас была своя пирамида, у них это общественное, то есть это теократическое общество, где основа духовно-религиозная составляющая. Потом идут войны и экономическое благосостояние, двигатель всей системы. Все подстраиваться под систему. Поняли, уяснили, вроде все понятно. У нас было то же самое. То есть точно такое же теократическое общество на основе общественно-родового строя 3 нартовских рода. Это Алагата, Сартаката, Борат. 3 цвета на нашем знамени, флаге. Белый, красный, желтый. Это дух нашего народа. Вот если взять наш народ отдельный от остального мира политических сил и влияний, вот как у них есть своя идея, идеология, на основе чего они выстраивают свою политику. У нас была своя идеология, она распространялась, ее влияние, его силы, они были был большой Иран, Ария, одно культурное пространство, что верхушка Сар, Яссар Герайдайда, Цагаты Ристуны, Северная Осетия, Лани, Яссар, отсюда вы Сарматта. Когда нас видели где-то за пределами, да, нашей вот родины, говорили, это боги пришли, то есть Сарматта. То есть по распространению был большой Иран. То есть не как нас эти лжеисторики распространяют миф о том, что мы как бы с нынешнего Ирана сюда пришли. Дело в том, что Иран был большой, он был влиятельный, его верхушка, его силы, а здесь начиналась его верхушка от Алагата, да, это умы народа. Ум, вот как Израиль или вот верхушка пирамиды системы и ее влияние по всему миру. Вот так у нас и было, и уяснили, да, все понятно вроде. То есть свое. И поэтому все были частью этой культуры, в том числе и другие племена, народы, там, в том числе и те, кто сегодня приписывает нашу историю себе. Нас почему-то преподносят так, по понятным причинам, мы какие-то пришлые иранцы и так далее, тогда как все совсем наоборот. Разделяя властвуй, кнут и пряник. В общем, Маханнахе пирамида. И вот этот общественно-родовой строй, то есть Алагата, Ахсартаката, Бората, это есть дух народа, то есть голова у Ашкирги, это Алагат, то есть духовно-религиозная составляющая, это умы народа. У Ашкирги кай, раз над Аразак, Амонак, то есть Зун, тот, кто ходит, все умы, ученые, философ, то, что ум. Далее идут Вашкирген Якахта, то есть Якохта. Это род Ахсартаката, войны. Борат, дальше его ноги, это Бората. Это экономическая составляющая, двигатель всей системы. То есть все подстраивается под... Что это нам дает? Каждый осетин, каждый политик, с чего нужно начинать? С понимания того, что у нас один дух, один, на современный лад это называют эгрегор, Вашкирги. Когда мы из года в год обращаемся, делаем Вашкирги баракбуна тема, Хуарзанхауат, Чебаракбун. Фал сумахуй гоама баладарай, тама это дух, сила, оно посредством народа работает. Вы как-то обращаетесь, делаете, есть искра, есть, но
надо его принять в себя и как идею идеологии, что это и есть мы, дух в общем и целом. Оно несет в себе идею идеологию, целостную систему нашего, как оно должно быть. То есть мы это принимаем, и уже с пониманием этого, что мы один дух, каждый находится на своем месте, мы идем, ну как бы, не понимая этого, да, не что это такое. Мы, получается, это и есть идолопоклонничество, когда мы этот дух, эту силу, как бы, понимаем вне себя, и мы просим, и анзе янзмана вот так за бахтеру хаздарна целует. То есть, где умы этого народа, вы должны понимать, где вот, то есть вопрос, есть ли понимание у каждого стина этого, людей этого народа, что мы, как одну, есть вот эта система, вообразить себе, представить, и, то есть осознать национальное самосознание и понимание себя, в каком месте вы в этой системе находитесь. Уже автоматически что нам это дает? То, что когда человек понимает, каждый из нас, вот, состав, входящий в эту систему, он уже автоматически, вся его деятельность, почему мы разделены, почему мы там Караджехатца, там, Сантада, в общем, вот есть же такой, Каамана и или, в общем, почему эго? Да, эго нам не дает там какой-то по причине гордыни, прежде всего, у нас царская кровь, каждый себе барс, вот как говорят. Потому что у нас пропало вот это понимание единой системы. Евреи это голландцы, вот он говорит, чтобы выстроить вот эту систему, это с каких пор это все они выстраивали? Если бы они так, как мы, вот, были, что бы с них получилось? Вообще ничего. И уйна ладарит. То есть, когда мы понимаем, осознаем, что мы единый дух народа, уже личностное эго отпадает. Если есть основа идеологии, а далее скажу на основе чего. Вот эти умы, все конкретно. Просто на начальном этапе, что нам и дает и что нужно понять, что мы один дух, несущий одна идеология, это культура, духовно-религиозная составляющая, это нехдау чхуна, сначала поверхностно скажем, а потом конкретизируем. Но пока вот есть, мы не можем, это нам дает прежде всего, что мы не можем рассуждать принципиально, чисто, что какую хочу, исходя из этого, какую хочу, такую религию принимать, Бог один и так далее. Я понимаю, что вы имеете в виду, но согласитесь, мы не в том положении, когда нас политические мировые силы разделили, автоматически, даже вот сегодня в Израиле то, что происходит, автоматически, если касается там, затрагивает мусульман, уму мусульман, мечеть Аллах, то есть прежде всего кто объединяется? Мусульмане. По вере близкие, братья, мы едины. Весь мир говорит, да, потому что там дети, это, естественно, любой неравнодушный, он, естественно, конечно, свое слово скажет. Но, как вы поняли, арабский мир, он показал, что за истинная религия, если они все ради этого. Боятся, что деньги, потому что все под доллар у них, все подстраивалось под израильский, в общем, банк. Ну, это все Алан, у Алана, послушайте. Давно все ясно и так. По причине, почему не заступается. Вот по этой причине, потому что израильтяне, они все под свою мифологию, все под свою систему подстраивали. А у нас же политики эти недальновидные, не догоняли. Какие у них чисто бизнес, личностные там.
не с глобальным, а нас так воспитывали там. Куда ты лезешь, зачем, оставь политику туда-сюда, ты туда. Ну, лишь бы ты бараном был, в общем, я взял. Далее. Что я хочу сказать, что тут надо быть гибким на каждый случай. Разные периоды в нашей истории были. Сейчас не то время, когда можно думать, какую хочу, такую принимаю религию, какую. Потому что по всем фактам каждый вот эта система, дух, назовем это так, эгрегор, ну вот какие-то политические все под эгидой своих вероубеждений туда-сюда поднимаются, объединяются люди. Это бы прокатило, если бы мы в раю были, там все ангелочки там летают, и без разницы кому что, беспринципиально. Бог один, и все там под Дом Кунейрат. Здесь такое не идет. Тем более мы же видим по факту, что такое рассуждение ведет, где города Невзак и Рохка, все обесценивается автоматически, дискредитируется, на культура не дал. Принимают другую религию, ходят с головой с точки зрения других, начинают рассуждать, то бишь это им неправильно, вашки гендарта, то есть подмена идет. Мы же это видим. Своих богов, названия меняем на другие. Так и языки все. Учим арабский язык, учим там, начинают учить писание. Почему нартовский эпос никто не выучил, как народно-устное предание, сказители это делали? Где они? Вместо этого большинство ответственно снимут себя, не поищут правды в своих корнях и начинают арабский язык учить. Это вообще даже, это, ну, не знаю, не то время, нельзя так рассуждать. То есть осознание, понимание, что у нас свой дух, свой эгрегор, духовно-религиозная составляющая, идеология, на основе которого наш народ в корне формировался, независимо, прежде создавал себя сам. Вот чем наши предки отличаются. Вот много есть очень умных людей, старших, которые очень правильные вещи говорят о том, что они говорят, что предки нам ничего не оставили, это очень, не знаю, глупое, неправильное суждение. Как ничего не оставить? Разные, опять-таки, хоть одну цивилизацию назовите, которая не в расцвете была, не разрушилась. По ряду многих причин, глобальных там, как можно так рассуждать? Тебя главное то, что есть, это основа, это духовно-религиозная составляющая, идея, где ты осетин, ты много кто растворился, ты то, что есть, в смысле нам ничего не оставили. А что, тебе дали возможность, потенциал появиться на свет, руки, ноги, и есть основа, и надо другим дать возможность. Вот идет переформация, реформа, переосмысление старых устоев, и дать вот другие пришли души, чтобы пройти свою школу жизни на основе заново, как Будда сказал, подвергайтесь сомнению, любое учение подвергайтесь сомнению. Не из-за того, что там правды нет, а из-за того, что надо для понимания, для осознания того, что ты вот, почитал, знаешь, для себя понять в обществе, чтобы четкое, ясное видение было. Понимаете, это живой мир, мы же не роботы. И вот кто так судит, я не понимаю. Есть много правильных вещей, говорят, а потом... Или вот такие суждения. Какая разница, Бог один, какая... В итоге мы видим, Бог разный у всех. Принимает другие богов, а наш Бог куда-то девает. То есть
идеология неправильная. С чего кто-то взял? Значит, их Бог говорит делать, допустим, намаз, надо так правильно делать. А то, что мы как стоя делаем, значит, наш Бог, это он что-то не то с ним, да? Много же надо думать логически, вообще думать, задаваться вопросами, почему именно одни называют Бога Аллах, другие Лохима. Почему мы на своем языке называем Хуцау? Просто так, что ли, кто-то взял и придумал Хуцау? Нет, каждым словом есть мысль. Есть точно так же, как и любовь и боль. Не просто сказать, а понимать же надо, что оно под собой, на основе чего. И не просто так. Так, далее. То есть это нам дает понимание, что когда мы поймем, что каждый, кто в этом народе, вот, по крайней мере, кто себя считает сыном аланского, синского народа, своих корней, продолжатель истории своих предков, опять-таки не надо там, кто-то сказал, там, предки приняли то-то, и разные периоды опять были в истории, но надо исходить из всего, брать за основу нашу основу, идеологию и уже под это подстраивать все остальное. А не вот эти старые какие-то условия, смешали все, разные периоды, демократия, да, когда Ельцин там, да, и как вот в 90-е, многое же было утеряно, чисто на быт все перешло, понимание. Духовно-религиозная составляющая, оно ушло, ну, поверхностное, в тени, и смешалось много, и в подсознании тоже с терминами, с понятиями все перемешалось, смешалось, и четкого понимания, видения нам никто не может показать, сказать. То есть конкретики нету. А если конкретики нет, это похоже к шизофрении и все остальные вытекающие оттуда последствия. А это рычаги управления, и так людьми легко править, и так далее. Тем силам, опять-таки, которые все подстраивают под свою идею. У них свое, ну, то есть автоматически, когда каждый в этой системе, ну, во-первых, представит, вот дух, представьте у Ашкирги, вот я его на заставке сделал, и идеологию этого духа, три нартовских рога, то есть умы, войны и все остальные. Если умов нету у этого народа, да, духовно-религиозная, то есть наша культура, умы, то автоматически система вся, если нет понимания у каждой в этой системе, автоматически, когда в мозгах у многих такое рассуждение, какая разница, какой религии, какая разница, в итоге все остальные в этой системе, они, во-первых, в хаосе, нет идеологии, и все силы уходят куда? На укрепление, на развитие другой головы. То есть вместо нашей головы чья-то голова. И мы, вот, кто за этим всем глобальными вот, силы мировые, вот, этими идеями, вот за эти идеи. То есть мы участвуем в формировании их идей. То есть вот, они любой, хоть какую-то шизофреническая идея им пришла, да, мы просто участвуем в их, то есть, и используют нашу силу. А мы как народ, не понимая, что у нас своя есть, даже четкого вообще нет понимания. Даже сегодня, при том, что все и так ясно,
находятся невежественные люди, которые, Фред, главное деньги, бизнес, экономика страны, деньги. Какой деньги? Всеми движет идея, а деньги это способ. Вот деньги, кто так думает, вот как вы рассуждаете. Если, ну, по вашей логике, тогда у предков вообще культуры, вообще Ахдау вообще ничего не должно быть. Все вот эти термины вообще, ну, по идее, чисто деньги, да, дикари, в общем. Вот по вашей логике, вот то, что сейчас у нас все беды, вот это и есть чисто быт, вот то, что вы имеете. Это вот причина вашего рассуждения невежественного. Коррупция, все, что вам не нравится, это вот по причине вашего же тупого рассуждения. Разжеванного, и так все ясно. Вон пример Израиль, посмотри, как это работает. И то вы все равно, не знаю, откуда. Сейчас я вот зачитаю, там дальше чуть-чуть перерыв сделаю. Натугнен ничи баивзен. Кут ничи. На Кастартане в Закполку. Но то, что мы имеем в виду под наток. Мана ассимилироваться кеканан. Демография кее. То есть рождаемость. Назахтагнин кулханунце мандерта. Не в закполку надзор, не вдал-то вот разные проникновения других идей, идеологий. Что вот мне часто пишут, от того, что я астинский не знаю, это не делает меня астином или другую религию, это не делает меня. А что делает астин астином? Даже в названии сетин уже идеология, она восходящая к нашим духовно-религиозным корням. Аси есть Аланы, Ари это совсем другое мировоззрение, которое я говорил, распространенное когда-то. Свои культы, все свое было. Что значит, ну, вы не путайте, Бог, какая разница, Бог один, ну, то бишь, быть в раю, и когда принципиально есть политика, есть мировые силы, преследующие опять свои, все под себя там, у них есть много способов, вот, и так далее и тому подобное. Чтоб нам сказать, мы есть, то у нас осталось. То есть человеку свойственно как деградировать, так и терять, так как и развиваться, возрождаться. Ну, от народа зависит. Раньше общество формировало, а сейчас выйти в общество там, ну, посмотрите сами, неужели не видно, кто как себя ведет и что. Можете вы сказать, что такое стиль? Если не будешь воспитывать, почему тогда такое беспринципиальное поведение у многих тогда не в закону? Я сердцом стадион, она, надо ж народу как, вот если бы они целостно понимали народа там, какую-то ответственность, понимание, что мы один дух, один то, исходя из этого, что борьба идет там, да, они были, не просто семечки приходили там, и равнодушно как-то были, и учителя то же самое. А на астинском старались бы по-астински с ними говорить, там, говорить, замечания делать, вевзак ползори это. А я вижу только беспринципиальность. Здесь сейчас не говорят. Скажем, Куфадзору на последний аланский царь, Убалдер Сабун, Дзуапрат Кунафобу. Вот говорю, у вас есть отец? Да, есть у отца отец. А кто отец нашего народа, вот последний аланский? У него Хантава Амазунунц. Не просто
национальность, да, Осетии, не просто национальность. Мы же знаем, что национальный вот флаг. Кто может сказать, большинство политиков, спросите, вот, что символизирует на флаге каждый из цветов? Что за смысл, идея, в чем идеология? Многие знают. А это должно четко все знать. Потому что флаг есть символ, и есть символ как одно целое с человеком. Если себя человек понимает, что в символ. Вот мне говорят, что нам символы дают, эти солярные там. Человек в них вкладывает, все в этом мире имеет свой символ, символику, да, обозначение. Каждый символ несет какую-то смысловую, идеологическую нагрузку. Вот наш флаг возьмите. Если человек понимает, на чем основан этот флаг, идея, идеология, то он себя видит в нем как одно с собой, как одно единое целое. Естественно, он будет стараться, прежде всего, свой флаг поднять вместо российского флага. А мы там непонятно чему гимны поем, просто поверхностный такой. России, я не говорю, что российский флаг нет, если надо ценить же прежде всего свой флаг. А если это самый вот простой факт того, что мы то есть идея диалоги. Для кого-то вот солярный символ, как пропеллер, да, ему он ничего не, потому что он не знает, невежественным, потому что или спиннер, да, часто пишут, что на спиннер похож. Вот для них он спиннер. Точно так же и все, но это все это символ, крест-символ, свастика, точно такой же символ, как и крест, только в движении. Если углубляться, какая там смысловая нагрузка, идея, идеология заложена, это же не просто так. Я нужно сказать человек, а когда начинаешь изучать человека, его составляющую, это же не халам-балам, просто так. То есть в нем он несет в себе много дух, душа, тело, и поверхностно. А еще 7 тонких тел сама душа состоит. Принципы и так далее и тому подобное. То есть это все четко и ясно. То есть это к чему говорю? Вот многие говорят, осетин, то, что никто нам кровь не понимает, как? Если мы четко и ясно не знаем, не взак полнадзора, не гдалта, че медесхан, чизунди, медес хасумца, вот когда подмена идет ценностей и так далее и тому подобное. Культы меняем свои, рассуждаем, какая разница, какой религии, какая разница? Вот это все идет суждение, разделяя властвуй, в итоге единства нету, и отсюда все вытекающие последствия. Личностные комплексы какие-то, в обществе вообще все проблемы. То есть на первом этапе нужно вот это понять. И когда мы далее начинаем, когда мы поймем, что вот у нас есть свой дух единый, эгрегор, Вашкирги, Алагата, Сартаката, его идеологию, то уже автоматически каждый поймет в этой системе, во-первых, уже у него смыслу, его деятельность будет автоматически сила. Вот идти на укрепление и развитие этой эгрегора. Хочешь, не хочешь, потому что мысль – это энергия. То есть думаете просто так эти евреи около стены плача, фарспал, сосартахаемся, каунца, им делать нечего, что ли? Нет, это все энергия, это все укрепление. Брошюры тоже просто так раздают бесплатно. Нет. Один поверующий, ушедший в другую религию, это новый укрепление своего, в общем. У них это понимание есть. Я с чего начал? То, что они под свою систему, идею, идеологию выстраивают все на основе, да, системы.
У нас это понимание утеряно, но оно всегда было. Вам до какого-то вам никто это не говорил. Через Джина Адамановина Азей Зорун. Вот я вам говорю основу, с чего нужно понимание. Ну, сейчас далее конкретизирую. Более конкретно. То есть уже автоматически, вот сегодня у нас, поскольку аллагата, умы нету у нас, то автоматически вся система в хаосе, и нет понимания единства вот этого эгрегора, автоматически все наши силы, войны в том числе, если войны в чьих-то дело, ну, как бы, да, часто они как бы на самосохранение идет для народа, но в чьих-то, я имею в виду, идеях, планах все это сила уходит. А экономическое благосостояние тоже, выживание тоже, опять, все, то есть, поняли, да? Когда вот это понимание придет, конкретика, вы должны ее просто понять. Вот я вам говорю, мана вине, раснат аразы хасак там мана вашкирги. Вот есть точка в этой системе, которая вам вот говорит, вот оно, вот это самое то. То есть уже автоматически, вот вообразив вот эту систему, уже каждый должен представить в этой системе, ну, на что идет укрепление силы автоматически, ну, его деятельность, она, ну, каждый должен подумать вот в этой системе, кто он, да, Аллагата, Ахсартаката, Бурата, что, ну, человек может и тем быть, но что лучше, где способности он может свои больше проявить. Но если сегодня смысл у людей в чьих-то интересах, да, там, то понимание этого уже будет у вас, что силы идут на укрепление этого игры. Мысль, вы поняли? Посыл уже автоматически. Это уже совсем другое. На другой лад вот перевернули. И вот сегодня же отвечает за всю систему как бы экономическое благосостояние. Многие же так думают. Но в этой системе, если есть у меня политики, которые хоть чуть-чуть они могут это понять, то, о чем я говорю, они должны, потому что именно от них, у них деньги, у них больше средств, все, чтобы, а они в свою очередь, то есть, они должны вот подстроиться под эту систему, все вот выстроить под эту идею диалога. Если головы нету, то есть они должны объединить, дать площадку этим людям, дать им возможность все подстроить под вот эту идеологию. Аллагата, Ахсартаката, Бората. Ибо, вот все, что они, как сейчас они политику, ну, прежде всего, когда человек в политику идет, наш там, он должен прежде всего на основе вот этого понимания идти на основе своих корней, понимания идей, идеологии, уже выстраивать, исходя из глобальных, свою систему, под свою, да, как возможно. И искать потенциалы у народа, потому что он и есть народ. Без народа он никто. Ворует он у народа, народ ворует у себя. Ворует у народа, ворует у своего ребенка, потому что если нет будущего у народа, идеологии нет, экономическая бедственность хуже, то и
и дети его, где у него будущего нет. Куда его вывезешь, куда, кому он там, ну и кто он там в той среде. Поэтому я говорю, когда вы говорите, на то книгне кебаевцы, мы стены как в любом, если не будет единства, не будет идей, мы экономически в каком, демография, туда-сюда, кто куда по назахета равай таканджан, не таш царзанца, вот цурца был цаудзи. И ойладарун нагавы. Вот, ну, то есть, есть политики у нас, то они именно так должны формировать вот эту идеологию, свой народ и вообще иначе. То есть сегодня больше всего от них зависит, да, вот то, о чем я говорю. И как, что нам делать, прежде всего, да, понять, что вообразить как угодно, но чтобы понять, что вот система, вот идеология, она есть, просто она в хаосе разрушена. Надо всем в этой системе представить, и вот на основе этого, то есть осознать, понять, что как отдельный народ от остального мира, у нас, да, свой. И это есть сила народа. Нет этой системы, нет идеологии, нет и народа, потому что он разобщен, каждый себе по отдельности, личностные какие-то у него, в общем. Поняли, да? Вот это основа у нас своя, да, пирамидальная, или дух Ашкери. Голова у него на основе чего? Кто в этой системе главный? Мы его назовем Бог, обозначим, да, законы справедливости, духовной нравственности. То есть вот это главное, то, что то, выше чего никто в этой системе не может перескочить. Это другая идеология, идея, которая, то есть, вот есть дух Ашкирги, да, а есть выше этого, то, что несут все пророки, нравственность, справедливость, то есть закон, равновесие, гармония, то есть оно в этой системе, здесь нету там царь, вот до сегодня, пока, вот был Дургулель, да, великий, Дургулель, аланский царь, и мы были непобедимы, пока он не умер, и каждый сам себе начал быть вождем в своем племени. Макараджа и Таранко, Тунца, потерялась эта система. Вот никто не может опять конкретизировать по причине невежества, незнания, что из-за чего это все было. Не Кевина Идзавцы, потому что забыли, что у нас своя вот эта система была, как и у всех остальных. Хотя бы посмотрите на примере других политических, как у них выстраивается их. Вот все ясно, у нас свое было. И когда вот это разрушилось, все, Караджей Даранко Тунца, это был э, причина вот, и когда ну, монгол, ну, об этом я не буду, что у него род талантский, будет Залина, ну, то бишь, не буду углубляться в этот вопрос, но это было причиной того, что мы ослабли, и нас уже монголы, а Тимур хромой, он... В общем, добил. Если бы мы не были разрознены, Караджехатцаны, вот войны, началось это все, система разрушилась, и все. И с тех пор самых времен уже мы были зависимы, разделяя власть. В общем, наша пирамида разрушилась. Голова и все остальное мы сохранили, но оно в таком осталось символическом
мертвом виде, мы потеряли ее смысл и значение и на бытовом уровне, как оно функционирует, какие точки соприкосновения к тем силам, к которым мы обращены. Что значит хуцау, как человек частица, и хуцау техуцау, как они влияют. Надо же как-то найти ясное понимание, видение, как эти силы есть. Что мы, что значит хуцау? Или сами люди мы были, боговозданы, боги. Что значит? Это значит частицы Бога, то бишь. А есть более сильные и тоже влиятельные силы, тоже обозначения. А есть природные силы, да, как есть мать земля, мы называем, да, тоже наша мама земля, которую мы уничтожаем, как относимся к ней. Если все наши молитвы, допустим, к чему это говорю? Молитвы, ну, напомню, чтобы вы понимали чуть-чуть, ответственные были, обращены к силам природы, да, то вот как сегодня мы символически, это называется идолопоклонничество, потому что, как я сказал, все эти силы, все исходит внутри нас. Если мы говорим хуцауту со своих уст, видим мир, это все в глубину углубиться, все ведет куда. То есть со своих уст мы и говорим, это есть. Мы есть боги. И все мы взаимосвязаны между собой и влияние друг на друга. Если мы не обманываем себя, не противоречим, то пусть задавает себе такой вопрос. Вот тем силам, которые обращены, как найти точки, адекватно точки соприкосновения, чтобы не быть шизофреником на своих каких-то верований, убеждений, чтобы конкретно понимать, как эти силы, которым обращены, с нами контактируют. Вообще, как понять вообще, да, простому, тем более на бытовом уровне, когда мы на искусственный путь развития, как, по крайней мере, мы можем сказать, что наши вот поступки, дела, как мы, вот, влияние на окружающую среду, оно как-то, если мы бомбим землю, засоряем, мусором, это же говорит о том, что мы вроде бы, что мы просим, у какой природы, чего мы просим, если в то же время мы ее уничтожаем. Где логика, где здравый? Вот не видны точки соприкосновения. Если мы говорим, что мы воины света, асы, нарты, то как вот связать это с, вот, на бытовом уровне? Что мы несем этому миру? Что за свет несем? Как показатель вот, культуры, арии. Вот. Поэтому вопрос, что значит сказать осетин? В чем оно выражается? Чем наша отличительная черта от других? Ну, за что мы идем? То есть у нас нет четкого, ясного понимания, потому что утеряны корни понимания, как мы связаны с силой. Понятно, по каким причинам. Нам все подменили, перевернули. И они выстраивают свои какие-то идеи, на основе чего мы, шизофрения или что это, что им двигает. И мы уже подстраиваемся автоматически, потому что утеряно у нас понимание. Ну, на первом этапе хотя бы понять, что немного, наверное, ну, это все взаимосвязано. То есть, смотрите, в этой системе, если будет четкое понимание, во-первых, образно, вот, этот дух, эгрегор, назовем, идея на основе вот этой идеологии, и выше этого вот есть закон справедливости, гармон, равновесия, да,
уже автоматически никто не сможет в этой системе, нет, не будет коррупции, воровства. Почему не будет? Потому что выше этих законов. Тут нету главных. Главный тут вот этот закон, назовем его, да, Всевышний, нравственность. Бог есть любовь, закон справедливый. Все нравственные, вот, человеческие. Если в системе это берут за высшее, через что перешагнуть, то автоматически никто не сможет воровать или что-то делать, потому что он будет знать, осознавать карму, причины, то он автоматически будет осужден в этой системе. Он с этой системы будет вынужден, ну, как изгой, отпадает. То есть, да, все зависит от того, что ценят в этой системе народ. На каких таких основой всегда будет то, что пророки несли, нравственность, все. Вот это должно быть за основу. Вот эти вот я показал четкую идеологию Нартиады в Ашкерге, в рисунке изображений. Вот в Ашкерге дух, да, на заставке он есть. Там пирамида. В самом верху, вот то, что у меня за спиной, наш Нертегон, Туруса, символ Творца, вот это и есть в самом верху. Оно главное в этой системе. Тут нету ни царей, ни... Просто есть те, кто как голова народа, то есть духовно-религиозные состояния, что они указывают на то, что вот это основа. Зундамонок, зунтаразок, то есть направляющий правильный путь. То есть здесь должны собраться именно умы. Именно эти умы, опять-таки же, должны основываться на духовно-нравственных понятиях, качествах, ценностях, справедливости, варзунджина и все остальное. Если этого нет, все остальное, ну, умы там. Потому что если у человека гордыня, если у человека какие-то комплексы, он вот у него ум сформировался до какого-то периода, вот как он думает и больше никого не воспринимает или не хочет слушать, предвзят. Обычно такие в группе, они берут и убегают, проявив неуважение, как будто там бомжи, неуважение к участникам. Вроде бы он умный, но мы же, когда вопрос поднимаем, там же энергообмен идет, там, мы же не с плохим намерением, сердцем какой-то вопрос понимаем, хотим друг друга там сказать, что ты тупой, а я умный. Нет, но там главный вопрос, и главного, если нравственность это главное, там вообще не должно быть такого, что кто-то кого-то унизит или сказать, что он тупой. Вот как раз в споре рождается истина. И вот когда начинают там спорить, мнение высказывает, кого-то задевает или что-то, и он начинает, его предрассудки, вот, вся причина у многих в их предрассудках, начинают что-то думать, что они там, и, ну, что он думает, что он высокомерный, умничает. И вот все, человек оттуда вот, а пошли все к черту. И это вроде бы, казалось бы, еумонаядом, то есть одной веры, как бы, традиции ценят свои. Вот это причина того, что проблемы духовно-религиозные, да, нравственности, вопрос культуры. То есть вот это должно быть основой, что люди должны понять, что там нет ни у кого какого-то намерения, когда это переходит в спор и переходить на личности начинает в плохую сторону. Да, спор хороший, дух соперничества, все, но когда это переходит в ненависть, там, личности, то все, автоматически система, она не теряется. Точно так же система может разрушиться в каждом из этих, ну,
В общем, воин среди воинов, там, хаос какой, да, скажешь, кто они такие, эти, там, умы, что они там сидят, или что, ну, в общем, из-за всех, каждый в этой системе, он ответственен, то есть он должен понять, что к чему, кто там, что, и не лезть куда-то, или, и понимать главное, что там не какие там самозванцы сидят, вроде бы там умы, а там что-то они не то делают, что-то не то несут, нравственности у них нету, что-то не то вообще. То есть вот так это действует, без написания там, ну, на первом, наверное, если б свою корпорацию создавать, это надо документировать, писать, как у всех, сохранять по возможности на любых носителях. Но главное четкое понимание. Вот тогда все встанет, народ, все на свои места встанет, и не будет ни у кого комплексов, будет понимание общего, единого, кто тут главный. Не я там, который я имею свое мнение, хочу, что хочу, то и принимаю, что хочу, то и хочу, ворую там. Вот как большинство, живи последним днем там, от того и воруй там. Ответственность, понимания нет. И от того и все проблемы. Когда будет понимание, что тут ты в этой системе никто, есть законы, вот нравственность, вот как я сказал, опять, есть идея, идеология, где каждый находит свое место и знает на основе чего он, да, нравственность. Все же устраивает быть людьми. И, следовательно, в этой системе, во-первых, и ответственность, все будут понимать, если он у кого-то сворует, то автоматически система, он изгоем будет. Его кому-то хочется, или если да, то автоматически его, ну, в общем, вот так должно быть. И все будет справедливо, правильно, не будет там несправедливости, непонимания. Ценно, главное будет то, что ценность чего, на основе чего. И понимание того, что вот все вот эти другие, кто-то выпендривается, у кого круче там, Мерседес или тот крутой, или показух много там. Но они будут понимать, что это никакое не имеет значения. Точно так же все свое место поймут и спортсмены. Вот сегодня шоу вот эти, ММА, поп, ММА, это все тоже обесценивание этих ценностей. Вот культурный человек, говорящий о единстве, вот, никак ассоциируется с бедными, да, людьми. Зато сегодня те какие-то дауны, да, какие-то руки, базуки, там миллионы, еще, ну, я просто вообще сказал, их много. Хазбик, да, его же не делает это лучше из-за того, что он богаче стал, и что. Но они ассоциируются почему-то пропагандой или вот, ну, по понятным причинам. Такие люди, которые должны, ну, у них проблема, они, в общем, у них деньги, все как бы. А люди, говорящие о культуре, там, они вот, так не должно быть. И вот эти все попы ММА, они тоже обесценивают. И молодежь точно так же думает. У них мысли так формируются, что прав тот, кто кому-то причинит там физическую, да, унизит физически. Вот это тоже очень. В каждом есть Бог, и нельзя
правду унизить физически, тем более. Это тогда надо, ну, убить, если тебя физически там не оставит, то же убить, потому что нельзя. Это святое. Ну, молодежь, поэтому божества нет границ там, старшие, младшие будут идти там в городе Цалзанама, идут порой ученики, на рай варс конзанцев. То есть нету понимания старший, младший, там, или могут матом сказать, говорят там вслух, как недавно Илбунта Илдула кижги школа отзал, маз саражи. Ну, касума, дзой, цумаз саражи там, эй, и вас кто так, говорю, научил? Вы на каком языке говорите? Что, совсем что? Ну, сарташ, хилкот тунзама касум, мафалерданцу. То есть понимания нету, поведения, это все, этикет, менталитет. Подождите, сейчас я отвечу на ваш вопрос. Я вначале сказал, мысль скажу свою, то, что я хотел послать, послание сделать до народа. А потом уже, если успею. То есть идет вот так вот, обесценивают все. Так, а ну что у вас за вопросы были? Ахсартак раз танахиддина я дарнинхом. Ну, надо, да, учитывать то, что было тогда, то опять не надо обобщать. Наши предки то-то. Вот многих проблем начинают обобщать. И надо ж смотреть на ситуацию и что-то с чем-то сравнивать, исходить из как, что искать, как нам двигаться. Здесь думать надо, мысль. Вот поэтому вся причина. Большинство не думает, не задумывается, не ищут правды в своих корнях. Там. Легче же по течению плыть. Да, все другие, кто делает, ты тоже делай то, что другие. И как самозащита, чтобы никто не посмеялся. А много невежества. Поэтому отсюда и люди больше с масками ходят, улыбаются, а внутри они в душе наоборот одиноки, поэтому многие спиваются там еще что-то. Ну, мир меняется, тому посмотрите на все, на примеры других рас, цивилизаций, как-то что. Вот чем можно гордиться, с чем не с чем. Вот сегодня молодежь, я забыл упомянуть, молодежь, вот гордится там, история, ну, мне интересно, вот с каким побуждением они это, ну, есть, да, кнопочные, которые вот у нас же есть спорят там между соседями тоже и хотят сказать, вот наши предки, вот такие, в основном это кнопочные, как их называют, герои. М, Война это не хорошо, никогда это этим хвастаться, ну, вот часто такая молодежь, вот,
Да, приглашаю в группу, говорю, вот единомышленники, вот мы все за Гдал, там, ты тоже как бы за историю говоришь, да, сюда примеры плюс, да, и заходят в группу, а потом раз и без причины, ну, причина тест, но не говорят, уходят, убегают с группы. И все, вот этим поступком человек показал, что он ну, проявил неуважение к участникам группы, потому что там такие же, кто ценят культуру, там же не бомжи. Все равно, что ты в дом зашел, да, в дом зашел, послушал там и взял и захлопнул, вышел, ничего не сказал, захлопнул дверь. А потом идешь там в группе, пишешь статьи о предках, какие они были, мой кому-то там соседям что-то. Вот это неправильно, я думаю. Ну, вот молодежь, большинство неправильное вдохновение получает. Потом мат туда-сюда, подавление тоже. Мы всегда ассоциировались, наша культура воздан, нравственность, это и есть богоподобный, то бишь. То есть тебе высшее вот это, я от Бога, ну, показатель большего, чем животные. Если вы себе позволяете, вот вы вдохновляетесь предками, соседям ходить сказать, что унизить этим, или сказать, что они, ну, еще матерные слова какие-то, это неправильно. Значит, вы уже не показатель, значит, вы сами такие. Может, причина в том, что непонимание в том, что вы так себя ведете, а если вы себя вели, не позволяли себе там говорить матом, еще тогда вам тоже, может, начали ну, как-то сдерживаться. В чем отличие, да? Хотя быть сдержанным можно. То есть и я вот смотрю на это, мне этого не нравится. Как себя большинство ведут. Вроде бы смотришь там за предков, патриота, смотришь по его поступкам этими, почему он так, ну, значит, он от предков берет то, что они завоевали кого-то туда. Это неправильно. Война – это не смысл. Война – это самое плохое, что может, когда ты нож поднял, это самое плохое, что может быть случиться. Вы же сами все видите. А если вас это вдохновляет, наверное, вы войну не видели. Ну, пойдите тогда. Сейчас как раз есть возможность. Посмотрите, понравится вам это или нет. Но чем мне симпатизируют, ну как симпатизируют, что я могу гордиться, прежде всего, если за предков говорить, в том, что в отличие от нас, все, что у них было, они сами создали, сами себя создавали. У них там была эта сила, принципиально сила, это дух соперничества. Но сегодня не те времена, сегодня еще ум нужен, очень сильный ум, потому что любое какое-то объединение, как 20-го сход был, вроде бы договорились, там все расходятся, и кого-то, кто-то из толпы камень кинул, и все начали камни кидать в сторону розы с гвардии. Автоматически все. Толпа, кричащая за правду, стала как бы незаконно, вот, в общем, виноватой. То есть одним вот этим. И это сделал какой-то засланный или кто, но неважно зачем.
То есть глобального охвата нет, людей ты подписал на что и автоматически. Есть разные способы, чтобы толпу сделать виноватой, чтобы их посадить и еще так далее. Вот так и здесь надо еще вот это все понимать, умней быть, как-то выстраивать. То есть все свое мы неси свою культуру, начиная от одежды, во всем был смысл, идея, идеология. В цвете на одежде не все не просто так было, а по каждому случаю свой флаг, одежда, там, во всем был замысел, порядок был. То есть не было там мое, твое, хочу, что принимаю, это мое, там, если я не знаю язык, это меня не делает астина, астина. Вот такое. Вот сегодня проблема, себя молодежи сказал хотя бы вот одно слово, будьте принципиальны, а у них это на самое. Вот у наших предков то, что можно взять именно хорошее, у них было свое, а у нас как? То, что популярно от слова поп, начинаем как свою, если что-то и берем, надо ценить прежде всего свою, не ставить свою ниже, а может дать какой-то толчок, чтобы получило развитие какое-то, но не обесценивать. А у нас наоборот. И во всем так, и в одежде, во всем, в архитектуре, в поведении и так далее и тому подобное. И идет обесценивание, дискредитация своей культуры, самоидентичности. Астин это, если говорит, здесь что делать Астин Астином, да, самоидентичность. Просто сказать Астин национальность, это, ну, если человек так рассуждает, что если я другой религии, если другой, там, это не значит, что они осетины. И уже в наше время, тем более, когда политические силы разделяют, тогда надо быть самоопределенным, конкретизировать. Если вы себе надо понять, а что делает Астина с Астином, самоидентичность, на чем она. Вот об этом сегодня я говорил на первом плане, что главное понять всем, вот, кто тебя считают продолжателем. Все это есть. Вот что главное нам предки оставили. Нет такого вообще, просто мы были как сильный народ, исходя из всего мы сохраняли. А то, что было, так получилось. Но это не значит, что кто-то должен говорить там, нам предки ничего не оставили. Просто мы больше как-то были воины, и опять по ряду причин опять все это терялось там туда-сюда, и все-таки надо понять, что вот эта система – это самый верный путь, система, по которой народ, он целостен, он, по крайней мере, лучше, чем, как говорят, никогда. Ирыштон Байра Ирон Худма Каве Папаханей Мана Инна Схун Круглый
Канамацу. Папаху у меня разные, ну, на голландский лад есть свой вот ну, костюм, папаху иногда. Это тоже часть нашей культуры кавказской. Что значит наши? У нас разные. Если принципиально так думать, то многое из того, что наши предки делали, например, деформация черепа, долгое время, ну, было, ну, это наша культура была. Где они? Чуб на лысой голове и т.д. и т.д. То есть, как должно быть, если так рассуждать, ну, сейчас не принципиально. Ну, хотя я говорю, надо быть принципиальной, но папаха, оно не противоречит. Это часть нашей истории, культуры, это ассоциируется с Кавказом, достоинством. Почему его мы должны дискредитировать? Просто я одел, мне нравится, одеваю. Иногда так, чаще саланской, вот, как костюм у меня, я всегда шапку ношу, как ну, с костюмом. По своему вот имиджу вот, с тремя лепестками, тоже символизирующий три огня, наш триколор, идеологию. Вот как мой логотип. Он же не просто, тоже я его создал, просто взял и нарисовал. Там тоже идея, идеология заложена. Даже уста, где как одно целое с усами, там, на солярный лад идут. А что это символизирует? То есть человек, который вам говорит о нашей культуре. Я не просто так его сделал вот так. А еще это обозначает двойственную природу человека, то есть божественное и животное. И оно вот такое, какое оно есть в этом материальном мире, оно вот гармонирует. Плохо, когда животное преобладает в обществе над божественным, над законами мироздания, порядка, человеческим. Вот это уже беда. Вот то, что у нас и происходит сегодня. Ценности, хаос, все это. Вот. А и мой логотип несет вот эту гармонию. То есть одна сторона у него дьявольская, вот у меня же есть наколка. Вот. Это и хищный бар, как у барса, вот бровь вес, хищнический, да, немного дьявольский. Вот такой подтекст у него. То есть, а другая сторона божественная. Вот эти две стороны, они образуют гармонию. То есть мир, он материальный, он такой и должен быть таким, гармоничным. Для чего люди, как в Библии, Адам вкусил для чего, ну, то есть зачем его Бог сослал на грешную землю, чтобы познать плод древа мудрости, познания. То есть опыт жизненный. В этом-то и смысл жизни, в том, что какая она есть, такая есть. Истины-то они ясны, но тех, кого страстники, ну, они, в общем, проходят опыт жизненный. Поэтому вот есть дураки, шизофреники, которые обобщают, начинают там, вот в виде вот этих, которые к приходу своего там мышах там какой-то, при этом детей столько убивают. В общем, я даже ну, не могу подобрать, как это объяснить. То есть кто-то что-то придет, изменит. В этом смысле это все искусственное. Ну, это неправильно. Каждый человек свой, он индивидуальный. И в живой среде он должен проходить свой опыт жизни. Агдау, ардау, дехдау хащи, то есть дух. Ардау, арт нашей культуры, дух. Это ты несешь. Ты выбираешь, кем тебе быть или на какие, ну, карма, закон, причины, следственные связи. И ты ответственен, и то все, что ты делаешь, ну, ты понимаешь, что...
А когда начинать там, кто-то придет, мы должны, там, есть ценности одни, они основа, а другое есть другая животное. Мы все это понимаем, и как бы остальное же выбор. Да, вот есть у этого народа там зрелые, духовно нравственные люди, они как бы об этом говорят, то есть показатели. А молодежь же, ну, тоже понимает там, но мы тоже не без ошибок, постоянно ошибаемся на примере многих ошибок и жизни мы что-то делаем, то, что мы видим, что так не стоит делать. Поэтому во всем есть разум и план Творца, бытия. Поэтому это невежественный, вот кто говорит там, обобщает, кто-то придет, что-то изменит, какой-то пророк, что-то. Вот был пророк Иисус, что с тех пор, что из этого религии, у него религии не было. Просто из этого люди идею создали, нашу цивилизацию. Главное, тот, кто это создал, они нашу пирамиду, цивилизацию разрушили. И все под себя начали подстраивать. Вот вам и те, кто истину несет. Подменили ценности, и сегодня мы видим, что они творят там. Какой мессия, какой пророк, что он должен изменить, если те, кто так говорит, они детей вообще в счет не берут, вообще для них это ничто. Ради своих. Другие точно такие же фанатики тоже. А Караджей Таранкаунс, это же массовый психоз, больные люди, шизофреники. Они землю уничтожают, они, ну, что они творят вообще? Пока кто-то что-то придет, волшебной палочкой махнет, в это время столько людей, там, дети умеют. И какой, что вообще гоните? Неченца, сорта соболное. Это типа Кашпировского. Вот он идею этот сделал, и все под впечатлением одержимые начали вот в это верить. И вот, ну. Вот поэтому я говорю, надо свое искать в своих корнях правды, потому что те, кто за этим все стоит, ну, представляете, сколько зомбированных, внушенных в их ушедших, в их эгрегоры, ну, сколько адептов, и как это все финансируется, сколько, сколько людей ушедших с головой в эти идеи. Вот поэтому надо не к словам вот привязываться. Слова это мертвые, надо искать правду умом своим. Все с ума, с мысли начинается, а потом слово. Там сказал за этим же мысль какая-то есть, как у любви слово, любовь или боль. Знаешь, у меня вот такой логотип, он несет вот такую идею диалоги, не просто так. Есть у него основа не безосновательная. Так во всем и у предков тоже так. Все одни и те же всегда ценности были. О справедливости вам рано говорить, пока чужое не признаете, проблемы будут. У нас ничего чужого нету. Если кто-то думает, что у нас что-то чужое, кто-то говорит, мы еще и его отберем, если надо будет.
На нас клевету не надо. Я заметил, там мне постоянно пишут, я не знаю, то ли боты или ингуши, не знаю, то ли ингуши, сравнивают нас с этим. Якобы мы Израиль захватили, а они палестинцы. Между прочим, вот Горского еврея не смотрели, он-то знает историю. На самом деле Палестин, да, это им евреи дали, он захватчик там. То есть, когда они автоматически говорят, мы палестинцы, они на самих себя говорят, что захватчики. Ну, это он говорит, не всего, это не я, то, что они, у них же тоже своя правда есть. И вот если сравнивать нас вот с ними, то, скорее всего, наоборот, ингуши – это палестинцы. То есть не они захватчики, они израильтяне. Но опять-таки, вот со слов самих, вот горский еврей говорил, вот, кто смотрел, у них другая своя правда. То есть это их земли на самом деле. Они как бы ну, ведут свой род от Ноя, то есть потомки. А эти, у них своя мифология, идея, идеология. Они вот, у них пророк Махди, они очень, в общем, но если вот так, как вы думаете, что с вашей точки зрения, не вдаваясь вот на самом деле, как что мы израильтяне осетины, а ингуши палестинцы, мне наоборот, вы эти клевету не распространяйте, я смотрю, уже ролики там пошли, нас сравнивают с Израилем. Не, наоборот все было. У нас просто не даже по статистике посмотреть заселение, вот крепость Владикавказ, обоснование, сколько здесь кого и чего было. Если кто-то может что-то сказать, больше кого здесь было в начале. Во-первых, исторически это всегда наши территории были. Магаз, от слова Маас, Магаз. Их, если за историю войны говорить, ну, во-первых, опять-таки, не было такого понятия наши, ваши, мы были как бы одно целое голландское государство, культура, но самой вот политической силой, вот как русские в России, вот так и осетины были, асы, аланы. То есть политическая сила, ее влияние, распространение культуры, это была вот кубанская культура, это все был большой Иран, Ария, Индарий. Это наша культура была, наследниками которых мы осетины являемся. То есть силой вот этого Ирана, его признают и сейчас это весь Иран, что верхушка этого Ирана были осетины, сохранившие язык того мира. Какие ингуши? Вас, вы тогда, ну, во-первых, я скажу, что не было у них таких, что справедливо быть справедливым, это главное, что не было мы как бы вот одно целое. Были против общего врага выступали. Арабы, тюрки, монголы. А потом, когда это все разрушилось, просто равнинные части начали заселять. И опять-таки ингуши должны быть Они и за Россию, они же сами говорят. То есть благодаря России, то есть равнинные части, они в горах жили в основном. А равнинные части потом постепенно начали.
заселять, и их там по пальцам посчитать, один-два человека. Больше было других национальностей, да, европейских, германцы там. Какая Ингушетия? И просто, как бы, они же все знают, что от чеченцев отделились ингуши, такой же Тукхум. А так их вообще обетование, место обетования в войнах, оно формировалось за рекой Аргун. А эти территории всегда исторические. Именно осетин наши были. До прихода Монголии и остальных. Были связи культурные, даже вот с аварцами, даже у лезгим вот до какого-то периода, вот мы Хуцау говорим Всевышний, они Гуцар говорили. Или еще Бокаса. В общем, с аварцами у нас, в общем, самое, по-моему, с аварцами такой тесный контакт. Даже у Хабиба брата бабушка Пастинка, я знаю. В общем, и с ингушами точно так же, и с другими. Но то, что мощной силой на тот период было наше вот, племя Иры, Аланы, Ассы, то есть вот этот этноним, и он был распространен и был общим для всех. Вот как кавказцы все россияне за пределы. Вот так и тогда за пределами и в войнах и были аланами, как бы обобщенно говоря. А так в войнах и сами все говорят с Нахичевани, где-то оттуда, откуда-то. Отсюда войнахчи. Это сам историк, насколько я знаю, Хасан Бакаев рассказывал. Не от Ноя, потому что наследники Ноя именно горские евреи. Насколько я знаю, сами горские евреи говорят, потому что они писание сохранили, язык, а чеченцы, они ивритский язык они не сохранили. Как они могут быть потомками Ноя, когда они ничего не сохранили? Поэтому я думаю, хотя опять, это их история, ну, насколько я знаю, правильный, наверное, тогда Нахчи. Есть у меня знакомый армянин, он тоже говорил, что они вот где-то в их среде, где-то как сформировались и пришли сюда в древний период. Хотя есть вот много же я же добавлял, сами же ингуши говорят, не мы ж придумали. Я уже не пойму, то они говорят, римляне, то. Ну, вот сам же говорит, наши степи произошли, вот там с Индии пришел Магатян, Магати. То есть, и вот здесь, да, многие фамилии от них произошли. Он наберите, он сам же говорит, с Индии мы пришли. И там еще один ингушский историк рассказывает, это тоже есть. Ну, исследует, может быть, вам ничего это не напоминает, что у нас много схожего с Индией. Я смотрю, и ну, они же за Алан часто, то они говорят, мы Аланы. Ну, они могут сказать, что они часть этой культуры, опять-таки, это обобщенное было, но не сами вот Аланы именно. Это мы, Асы, Аланы. Аланы себя Асами называют. А мы-то же знаем, вот нам смешно на это со стороны смотреть. Почему? Потому что если бы он знал, что они Аланы, как то они Аланы говорят, то он знал, что царь Асфагур Аланский со своими воинами, как пришел в Индию когда-то, он распространил культуру. Вот у него же тоже идет на флаге три касты. Вот красный, кшатри, у нас здесь инардский эпос знают ингуши, это ахсартаката, то есть воины. То есть это распространение наших, но об этом они почему-то
что не сказали, а то бишь какой-то магати. Короче, то есть, а когда конфликт произошел, как бы в нашей среде, да, все знают, что они даже лучше, чем астины жили. Но потихоньку начали там, то бишь. В общем, уже тогда там ихние вот эти богатырёвы, вот эти все активисты, м, то бишь оккупация говорит, что вот мы тут это. И в один момент, там, в один из дней, как бы, утром в 4 часа, говорят, на спящий народ напали там. Ну, это все есть. И последовала ответная реакция. Южанцы тоже подключились. И вот то, что они выдают за геноцид, который мы им причинили, это все последствия, прежде всего, их, то, что они нам хотели сделать. По крайней мере, я говорю, если не вот за то, что они говорят за простой народ, который войны не хотят, хотя они, что они там были осведомлены, потому что заранее ушли. Опять-таки, не вдаваясь в конкретику, факт то, что они напали первые. Это при том, что мы им где-нибудь что-нибудь... Ну, вот смотрите, даже у меня вот мои, вот отец, дед, вообще я не могу сказать, что мой какой-то предок вообще кому-то геноцид, кого-то убил. Ну, как бы точно так же я знаю многих, то есть, что вот эти темы мы среди своих старших, среди вот людей этого народа по семачи. Ни одного нету, чтобы кто-то руку приложил, сказал, что мы им, вот как они описывают, геноцид устроили. Ни одного я не знаю. Все говорят как один, что утром напали там вооруженные до зубов бандформирование. А все, что уже потом случилось, может, кто-то и приложил руку там, что-то. Это вот последствия этого. И я не считаю, что, ну, не оправдываю. Вот как есть, так и получилось. А представляете, если бы мы не ответили, тогда бы что было? Нас бы вы... Что было тогда? Поэтому я себя, и как и многие остальные, не считаю, естественно, виноватым. И считаю тех, кто этот с тех самых пор, как этот конфликт пришел, постоянно совет старейшин, тейпы, вот этот вопрос с ингушской стороны там поднимают, говорят там, вплоть до того, что даже стих, насколько я знаю, даже в книгах там я почитал, нас преподносят, даже детям они в школах там, этот стих там, вот этот День защитника, вот этот стих, то бишь мы остили им начинили такое зверство. Я считаю это клевету, и вот с тех самых пор, у нас даже дети тут, школьники об этом такое поверхностное, что считаю я неправильным. Поэтому я поднял эту тему. Потому что сейчас век информационной войны. Я не знаю, через простой народ это делает. Больше я буду верить в то, что это боты делают, и какие-то активисты, нацисты вот делают. Остальные, конечно, пишут, и ответная реакция, рычаги управления, и опять ненависть друг к другу. Но, опять-таки, если есть у народа те, кто вот не активисты, не боты нормальные, там, кто может сказать, они тогда должны сказать, своих остановить и сказать, вы что там распространяете? Но они же этого не делают. А как мне или другим думать? Мы тогда обобщаем и говорим, что они на нас напали, а потом на меня никто пусть не обижается. Хотя бы один осетин найдется в этом. Я горд за свой народ, то, что мы не уподобляемся, у нас миллион блогеров там, которые... Но хоть один
найдется, который ответит, ну, неравнодушный, потому что это неправильно. Распространять. Мало того, что за... Ладно, если б ингуши и все остальные, то говорит, во-первых, за нашу историю говорили бы, вот мы были частью аланской культуры, но осетины это вот именно вот аланы. Но они же так не говорят. Точно так же и в плане религии. Нам же не говорят, что принявшие другие речи, что вещи своими именами, что у осетин свои смыслы, термины несут свои древние. И оттуда вот, почему никто так не говорит? Осетины, тогда мы будем конкретно понимать, что они имеют в виду, что все были частью аланской культуры, и наши достоинства не будут понижать. А наоборот скажут, и мы тоже не будем отвечать. А нам как говорят, какие мы аланы, вы цыгане, пришлые, вы там, чего только не скажут. Вот тогда, естественно, ответная реакция. Еще, более того, они это говорят открыто, еще их и лжеисторики, все эти, начиная от кто там, ну не буду их, сами знаете, рекламу им делать. Естественно, человек, имеющий достоинство, понимающий, он не будет молчать. Я за себя говорю, вот вам и ваш этот, кто Артем, кто там еще, Абу Кавказ, тоже постоянно за Стин устроили геноцид, геноцид. Почему они не скажут причину, и они напали? Прежде всего, они напали. А потом вот то, что случилось, это последствия. И такое может быть случиться вновь. Почему они так не говорят? Потому что у них в голове ничего, у них нет ответа, они свои цели преследуют, они агенты какие-то. Третьих каких-то лица, вот несущие вот, отражение своих агентов. То есть один про турецкий, это вот этот Абу Кавказ, да, тоже они натравляют на нас специально, чтобы опять этот конфликт, ненависть была, чтобы к осетинам ненависть натравлять. А другой этот Артемка, точно такой же. Да, ему делать нечего, этот, настолько он за ингушей переживает, что он настолько взялся за этот вопрос. И о нем-то и так все понятно было. Ну, если тот про турецкий, а этот про какой-то непонятный российский, но я имею в виду какие-то непонятные, опять-таки, про которые, наверное, не желают единства нашей стране. То есть явно нам говорят о том, что мы захватчики, мы устроившие геноцид, мы устроившие... Короче, натравляют на нас. Клевету, лжесвидетельство. И вот в этом плане я и на своих тоже ну, активных. Сейчас век информационной войны, пропаганда. Никто не должен позволять нашу сторону, на наши земли пальцем показывать, по крайней мере, просто так в доступной форме говорить, что мы, когда в день мы отмечаем День погибших защитников Осетино-Ингушского конфликта, когда на нас напали ингушские бандформирования, мы этот день отмечаем как нападение бандформирований на нашу родину. И мы ее защитили. В этот день отмечают в Ингушетии геноцид. Вопрос нашим и вообще, разве это
правильно, за спинами, вот, ну, кому приятно. Я себя не считаю виноватым в геноциде какого-то народа, потому что я не знаю того, кто бы этот геноцид устроил. То есть моих предков и вообще кого я знаю, кого я спрашивал, потому что я интересовался. Я не знаю. Я только могу сказать, что это возможно, когда, ну, как ответная реакция и произошло такое, вот как сегодня в Израиле. Но опять-таки, кто виноват в этом конфликте? Нам ничьи земли не нужны были. Мы не такой народ, чтобы кого-то выгонять. Ну, кому это мне? Нет таких тут людей, которые возьмут и начнут выгонять из их домов. Там. Знаешь, каким-то политическим причинам, там, депортации были, что, ну, вот то, что конфликт произошел, это не наша причина была, мы никого не, и тем более геноцид мы не устраивали. Вот взяли и начали прогонять ингушей, ну, начинаем геноцид. Такого не было, а они напали, вот, и то, что потом случилось, это их, по их вине. Поэтому я считаю, что если до сегодня, же с тех самых пор, вот как конфликт закончился, то, что это же на законном уровне, да, распространять в пабликах информационно о том, что мы им устроили геноцид, там, это не закон, потому что геноцида не было. Было нападение и ответная реакция. И у меня вопрос, почему руководство сети, вообще российской, вообще, почему до сегодняшнего момента, вот, я вот это не могу понять. Я лишь могу логически подумать, наверное, опять это, не знаю, кому доверять можно. Мы-то же за целостность России, как бы. Оставляю проблему, мы оставляем это нашим детям, а оставлять нельзя. Почему никто ничего. Ну, я считаю так, если где-то вот хоть информация где-то в новостных там лентах, в пабликах там идет какая-то информация, что вот в Ингушетии отмечают геноцид там и распространяют. Кто бы ни из чьих уст не произойдет, должно это преследоваться и привлекаться к уголовной ответственности, что распространяют клевету, уже свидетельства там. Такого нету геноцида, не было. Если было, я бы сказал, у меня проблем нету. Мне главное перед самим собой быть честным, как вот, ну, идолопоклонничество, знаете, что такое? Идол, от слова идол, поклонник, тому, кому вы поклоняетесь. Поклон. Вот Иисус, можно сказать, кто-то поклоняется Иисусу, что идолопоклонник? Если для вас это идол,
То, конечно, а кто вы? Слово что обозначает? Идол, поклонник, идол, что такое? Идеал ваш идеал, которому вы поклоняетесь, это и есть идол, поклонник. Тогда как Иисус нес совершенно... У него, во-первых, религии не было, во-вторых, он нес людям ту мысль, что в каждом месте, точно так же, как и я несу, и все остальные, большинство познавших суть бытия, что в каждом из нас есть дух, как и научная, квантовая физика, наука сегодня, то, что вот бозон Хиггс, да, в каждом из нас есть частица Бога. То есть вечный дух, а остальное тело. Вот и все. В каждом из нас. Есть понимание, что есть животная составляющая, есть божественная, то есть природная. И наша культура ту суть и несет. Воздан наш термин, воздан, ирон, алон. Самедис, надо на мировоззрение народа смотреть. Что, почему речь шла об огне, о культе огня, о солнце, хуцау, там. Вот это об этом и речь. Или на арт. Арт. Почему огонь везде? Даже счет Ивду у арта. Арт– это обозначение в нашей культуре, дух, частица Бога. На современный лад бозон Хиггс. Смотрим мы, видим мы глазами Бога, говорим мы устами Бога. Расследите, голос откуда идет. Ну, вроде ты говоришь, ты воспринимаешь, это иллюзия. Материальный мир, Мангдуни, иллюзия, да, ну, голос куда, откуда идет. Если вы начнете углубляться в пустоту, там ничего нет. То, что вы называете везде, во всем. Но оно, опять-таки, покрыто оболочкой, что мы называем душа. И 7 тонких тел еще. Знание 7. Точно так же мысль, да, откуда все начинается, с чего она, с мысли, а мысль, да, логически подумайте, углубитесь. Мысль это что, где? В мозгу, в мозгу там что, нейронные, да, связи, сети, а как они там, откуда они, откуда. И вы углубляетесь там, откуда идет там, уходите в пустоту, беспредельное пространство. Где Бог? Это есть везде, во всем Дух Творца. И мы часть этого целого мира. Все произошли вот, мы вечны, в общем. Солнце наша точка, но в материи, в физическом мире материальном наш, в общем, Бог Отец, что нас греет, в общем, а мы часть Его, и в каждом из нас Его частица. Точно так же вся природа, стихии, в нас их частицы. Вода, ветер, земля, элементы. То есть мы как одно единое целое, если убрать, вот главное понимание. Вот это эти знания в других писаниях, учениях, там, масоны, каббала, там, Тора, индуизм, буддизм, все эти знания, наша культура, все непредвзято отнести, сравнить их, вот, сравнительно нас, одни и те же знания, истины. Вот и все. И вот это единое всегда было понимание до всех религий. Оно не начинается с какой-то религии, если кому-то надо, то... Но это понимание идет с того момента, как вообще наш мир вот есть такой. Он вообще есть края, нет краев. Точно так же, как есть клетка в нашем организме, она, может, и не, ну, у нее вообще не знаю, что она там, ну,
Она нас не видит, клетка. Но если бы увидела хотя бы способность, она бы увидела, что выйдя за рамки вот организма нашего, она бы увидела много бы таких же людей. Точно так же мы тоже в какой-то оболочке находимся, что мы называем вот Вселенной. А где края? Хорошо, если край есть, не может быть этот край взяться из ниоткуда. Вот как, где? Даже сложно представить, что есть где-то край. Но если есть, краев много, миры там, ну, а где, а этот край откуда взялся? Из ниоткуда, что ли? Как представить? Ну, вот это есть бесконечность, пространство, где нет. Тогда что есть в этом мире, обозначаем мы Бог? Есть Махмад Зонца, Хуцал те Хуцал, Хуцал, Хуцал те Хуцал. То есть есть наши предки, есть силы, есть природные силы, есть еще более, в общем, принципы. Им даются обозначения, то бишь высшее, выше, чем человек. То есть влияние на людей и на остальных, больше имеющие силу влияния. Есть вот понятие отсюда эгрегор. Что такое эгрегор? Я говорил, почитайте. Информационное поле, создаваемое самими людьми на основе какой-то идеи. Вот есть идеи, у них формируется, у них представление. Вот сегодня все эти политические, вот Израиль, то есть свой эгрегор, своя идея. У нас свое, не буду повторять. То есть это такой вопрос. Вот в плане, это к чему я говорил, идолопоклонничество, что такое? Надо просто понимать, что в каждом из нас это есть. А поклонение кому-то одному и невидение, что в каждом из нас это есть, вне зависимости от какой-либо религии. Как говорил наш поэт Кустав, то есть его великая фраза: «Весь мир мой храм, любовь моя святыня, вселенная Отечество». То есть у этого понятия, то, что вы везде во всем нет рамок, границ, оно не начинается. То есть это от понимания зависит. Но если вы не видите ничего и не хотите воспринимать все, что за рамки ваших религий, убеждений, этих терминов, формулировок, то это есть идола, поклон. То вы одного почитаете, другого там, спорите еще там, еще что-то. Вот Иисус там придет, вот еще кто-то придет. Это все для дураков. Пришел он, уже приходил Иисус. С тех пор что изменилось? Кто скажет? Что это распятие дало, кроме того, что создали религию? И убивать стали меньше, воевать стали меньше. Что стало? Ну, точно так же, и вот те, кто сегодня играет, кто-то что-то придет, это опять какая-то идея каких-то шизофреников непонятных, опять обобщение, как стадо. Вообще никому. В нашей культуре истина, ключ к пониманию единого бытия, истинного понимания, что такое единый Творец. Именно наша культура, Хуцау, несет вот ключ, потому что оно не подвержена не каким-то привязкам, формулировкам истинным, вот, куда-то тебя, посредники какие-то. Вот мы и видим результат того, что сегодня в мире происходит. Войны. Лучше стало? Нет, лучше станет. Все, одна цивилизация была, разрушилась, другая. Что лучше становится? Мы с этого можем взять, что есть расцвет, закат, там, постоянно. Это нормально, наверное. Переустройство для каждой души, в общем, свой
этап проходит формирования его сущности. Карма, причины, следственные связи. Поэтому, если среди вот религий хотя бы какое-то что-то за... Вот живая этика Агни-йога более адекватная. Она и об исламе говорит, об одних и тех же истинах. Живая этика Агни-йога, вот куда более адекватная. Это речь об естествоведении и знании. Все тонкий духовный мир, он не отделен от материи, потому что мы без духовной составляющей, мы в гробу лежим. Привет, Сумех Карабура. Привет, братья Мастина Мотормян. От нас очень большие приветы. Ну, от моих слов. Не знаю, но то есть желаю вам, не падайте духом. С армянами у нас тоже была история туда, в Арцах, когда аланы пришли с царицей. И два раза. Царица Сатаник, возможно, это в нартовском эпосе Нарти Сатана, Шатана. И Бурдухан тоже. В общем, и в Армению тоже приходили, как союз был. Ну, в Арцахе. Там даже, вот у меня знакомый очень, пример для многих, ну, армянин, он мне рассказывал, он же знает, вот, о баланах у них есть вот в письменном виде источники осталось. Я точно ну, забыл, как он называется, вот, древнее писание. Вот бывает, знаешь, и забывается, не вспомнит. Матенадаран, как-то так, в общем, если правильно. Ну, армяне поправят. Там вот Абалан есть очень много. В общем, им там говорили, что именно вот в Арцахе, там даже у них свой кован дом какой-то был, храм. Даже сейчас я не знаю, как там, что, но они себя там аланами назывались. В общем, смещались там, много голубоглазых до сих пор. Даже фамилии много, Калаяне, это Калоевы там, в общем. Аланы не уничтожали друг друга, даже ты... Аланы не уничтожали. Не знаю, как тебя правильно зовут, но у тебя нескладные, некорректные какие-то предложения, вопросы. Я же читать дальше не хочу. Правильно формулировать вопрос свой сделай, скажи. Аланы, ну, есть факт такой, конечно, достоверный, то, что с монголами ушли часть, это асуты. Во-вторых, сам этнос наш, народ формировался из других племен, ну, родственные, скифы, сарматы, аланы, они же конфликтовали. Ну, были западные, восточные скифы. Но мы именно вот, ну, по-отцовски, именно мы аланы, асы, аланы. Ну, и другие племена тоже в нашем этногенезе сыграли роль, в том числе и соседи наши,
адыги, абазины там и остальные. Вайнахи тоже, в общем, скифы, сарматы, сираки, в общем, массагеты, кого только не было. Поэтому как не, даже сейчас, если так углубиться, сколько ассимилировалось среди других народов, и аланы куда-то ушли в походы когда-то у венгров, и, допустим, сейчас конфликт будет какой-то, вот с кем-то, они забыли свой язык туда-сюда и будут с нами воевать. Поэтому на эти вопросы, если так посмотреть, то как не воевали, еще как. Разделение здесь, вот как сегодня Россия поделилась на Украину, как бы считается братский народ друг против друга. Я к ним тоже обращался, говорю, именно украинцы это те самые ярые считаются старообрядцы, язычники, и такой вопрос им задал, ну и ответ был. Посыл, совет, задуматься о том, кто вы среди его, тех, кто на чьей стороне вы, какая у них, да, на какой основе. Вот взять на чьей стороне они воюют, это те, кто их цивилизация, мир, они издревле, то есть вот эти язычники, они же почитают именно свой род, своих богов. А они на сторону тех, кто от этого взял, от этого язычества и свою идею создал. То есть на духовном уровне они уже никак не с ними не могут сходиться только ради, ну, то есть там нет их корней, нет их идей, их помине, тем более среди Израиля. Они еще Израиль там поддерживают, в общем. То есть я знающий, видящий, понимаю, что они как бы сами себе противоречат, что они делают. Что говорят, то есть вроде бы они и так говорят стиху, что они против оккупации, сюда-сюда, а сами же. Что у них хаос полный, вообще нельзя никак адекватно на это все смотреть. Противоречия везде. Но именно с точки зрения духовно-религиозной составляющей, их корней, которые они почитают, вот те, за кого они, кто за ними, кто, ну, в общем, они им никак по духу не близки, тот же Израиль. Ту идею идеологии они под корень, Папа Римский, туда-сюда, они все искореняли язычество, то есть их корни, получается. Тогда они что, неужели не понимают? То есть, а здесь, объединившись с Россией, я сказал, у них хотя бы здесь их корни, как бы, хотя бы Советский Союз. У них тоже свой фанатизм непонятный, они тоже зависимы от сил. Видите, как бывает, от разных сил, от денежных, от экономики. Когда экономически ты зависим, то и на духовную составляющую они, видите, значит, не смотрят. Не знаю, все бесцельно, хаос какой-то. Нельзя так конкретно ответить, но лучше тогда, наверное, объединиться с Россией. Здесь хотя бы их корни, старобрядством, туда-сюда, нежели вот, короче, какая разница между астинами и дегорцами? Астины это есть дегорцы в паспорте у всех ОС, а древнее название у нас на карте фиксируется Ас-Дигур, аланское племя Ас-Дигур.
Аланское племя Ас-Дигур. Осетины это из дигурцы. Почему вы разделяете? Что за вопрос? Какая разница между... Все равно, что сказать, какая разница между дигурцем и дигурцем? Осетины это асы. А асы это аланы. Аланы себя асами называют. Вот эти, когда всякие лжеисторики начинают там говорить, кто аланы, самое, что они невежественное делают, не упоминать, что... Или вот, когда говорят там, кто асы или касконы, асоны, да, а не осетины. Так осетин это и есть ас, просто оно изменило, ну, с грузинского пошло так, осталось ос, а так это одно и то же, ас и осетины. Вот были Ас-Дигор, есть племя Ас-Дигор, на карте фиксируется, древняя карта Армении, например, 19 век, там аланское племя Ас-Дигор. И оно у нас это никуда не отпало, у нас в паспорте у всех, и у кударцев, и у всех есть осетин. Значит, осетин дегорец, осетин кударец, осетин просто выходит с такого-то места, они асы дегорцы, такого кома. А есть, несмотря на то, что у нас у каждого отдельно своя история была, да, и западные ланды, там, другие, восточные, мы, в общем-то, тесно контактировали с другими соседями. Кто-то больше с грузинами, кто-то западный, там больше Карачаева, балкарцами, с войнахами тоже, с дагестанцами, аварцами. В общем, постоянные вот такие тесные контакты были. А так разница какая? Но опять-таки надо на основе чего народа делает народом. Вот данная тема, это вот именно идея, идеология, мировоззрение, это ключ, это главное. Если этого нет, основы, стержня, то нет и духа народа, и народа нет, и вообще он в хаосе, в этом, вот об этом-то и речь. Разделяя власть, и подмена ценностей и т.д. и т.п. Все вытекающие оттуда, в общем, сами поняли. Вот сегодня вы услышали то, что есть вот среди вот старших, вот, не знаю, как это правильно сказать, но что вы, главное, должны понять, кто бы вам вот от этого народа сказал, самый такой. Они, если самозванец, ничего, вот, не знаю, наверное, я это могу только сказать по воле Всевышнему, вот так как-то сказать. Ну, что вот посыл такой. Самое вот, что есть правильная дорога, которая бы показала вам, куда бы, в общем, куда, как и что. Вот сегодня вот, кто не только присоединился заново, посмотрите, другие тоже посмотрите, предыдущие лекции там о едином духе. Вот с этого и нужно начинать. Все остальное это не знаю куда, в никуда, не знаю что. Нету этого основы, нету этого четкого. Ну, если мы берем, опять-таки, наш народ независимый от других мировых политических, как у нас должно быть политически выстраиваться. Если есть у нас здесь политики, умнейшие силы этого народа, которые хотят, думают о нашем будущем правильно. Вот так они именно должны, это вам, считайте, вот посыл от Вашкирги, Растамуна, Каразы, Елгана. Все остальное вы, еще раз говорю, из года в год будете эти молитвы произносить чисто символически. Дальше этого это никуда. Ну, сами видите, что происходит.
Главное на основе чего, на какой идеологии. Есть и с адыгами, и с другими. Есть же одна культура какая была распространенная. Вот на основе этого и больше надо общаться там с соседями. А это неправильно, что сейчас творится там, конфликты всякие. Так ненависть порождает ненависть, зло. В итоге кто-то этим пользуется, и в итоге мы можем остаться без ничего или вовсе ядерная война и уничтожим Землю. И тогда будете говорить о истинности религии. Вот наш храм– это мы прежде всего, наши тела. Вот с чего нужно. А потом наша земля– это наша мать-земля. И как мы к ней относимся. А мы много молимся, силы какие-то, одержимые какие-то, фанатизм, а сами себя обманываем, уничтожаем, загрязняем, мусорим землю. Какая может быть связь с природными там, если так хотя бы как-то адекватно на это смотреть с точки зрения духовной религии, надо, то, в общем, вот как так. Все на сегодня. Хватит. Вот то, что я вам сказал, Эой Баладарум Банкарум Гауи, это что финшетом на соцсетардан и молодежи тоже побольше, активнее, объединяя без век информационной войны тоже. Вот я есть, пишите и тоже создавайте свою аудиторию каналом, агдают хандарцурета, что на каких ценностях, что приобщаете тоже. На первом этапе Караджей Кузон вот на основе этой идеологии как-то ценностях выстраивать все, вот понимание. И просто Караджей Кудзонан. И вот такое вот лучше, чем вообще ничего, тем более в наше время. Почему нет девушек-блогерш, настоящих астинок, амазонок в таком обращении тоже? Потому что ну, тоже могут наш народ, мужчин вдохновить, они скажут, вот даже женщина показать. Многие же говорят, приравнивают там, женщина там начинает. Ну, это другая тема, не буду сейчас новую лекцию, может, поговорим, но да, мужчина видит богиню, да, ну, тоже старается быть богом. То есть, когда один начинает, и у того ума нет, и у другого, а мужчины такие обобщать начинают, а женщины все такие, тогда это что такое? Мы на каких примерах таких рассуждаем? Пусть каждый на себя смотрит, берет те ценности, нравственность, что были у наших халанок, амазонок там, и будет примером, показателем, и другие последуют, чтобы дух народа, искра не потерялась. Если бы так Зада Лескина она рассуждала, тогда бы и нас тоже не было. Хварс, ванаттабал Растфандак Таута, Катаритар, Алант Разм, Цалм Разм.